По следам последних событий. Да, он не соответствует просто, чтобы туда спустились и пару часов, да даже там ты проведи пару часов, ты уже задохнешься. В каком состоянии укрытия в Альметьевске и насколько они доступны? Чем пахнет сероводородом? Может, это кафе, может, это ресторан или что. А так, да, 2 дня, что ли, запахло здесь . Альметьевцы пожаловались на странный запах. У горожан есть свои версии. Новогоднее настроение набирает обороты. 1, 2, 3, елочка горит! Для гостей подготовили танцы, карусели, фокусы и концерт. Необычный культурный вечер и его не менее особенная гостья. И всегда мне говорили, она похожа всегда была на бабушку свою Янай. Всегда так говорили. Местные музыканты рассказали истории татарского Робин Гуда в юбке. Подведены итоги республиканского конкурса «Эко-лидер». Какое место занял Альметьевск? Это новости Юго-Востока. Вас приветствую я, Марина Юрьевна. И к событиям сегодняшнего дня. Татарстан потрясла новость о прилете 8 беспилотных летательных аппаратов. 6 из них попали во многоквартирные дома. Наша съемочная группа решила проехать по нескольким укрытиям в Альметьевске и выяснить, в каком они состоянии. Подробности в следующем сюжете. Первый адрес, на который мы приехали, улица 8 марта, дом 32. Здесь висит вот такая табличка, укрытие номер 74, но вход в нее закрыт. И здесь висит замок. Этот адрес значился в списке укрытий, но попасть туда нам не удалось. Местные жители рассказали, что открывают его только когда происходит порыв. Чтобы попасть внутрь, в случае опасности придется отправиться за ключом в управляющую компанию. Вы лично ни разу не интересовались, да, где может быть ключ? Был какой-то момент, не смогли найти, только не в этом, а с той стороны дома. Не сильно отличается ситуация и на другом адресе. Ситуация с укрытием номер 35 обстоит немножечко похуже. Здесь не чищено, видно, что давно сюда никто не приходил. И дверь также закрыта и висит замок. О том, где и у кого ключ от этого помещения, местные жители не знают. Но последние события заставили горожан задуматься, как им поможет в экстренной ситуации такое укрытие. Да, он не соответствует просто, чтобы туда спустились и пару часов, да даже там ты проведи пару часов, ты уже задохнешься от этой всей канализации. Я не знаю, как просто по всему городу ситуация, даже здесь посмотреть, он не чищенный, дверь узкая. Даже всей толпой туда забежать, там такая давка начнется. Это не бомбоубежище, там полный подвал воды. Канализация напрямую течет в подвал. А какое там житье-бытье там может быть? Возможно, дела по другим адресам, которые ранее были опубликованы, как помещение для размещения населения в случае чрезвычайной ситуации, обстоят лучше. Более того, в администрации города нам сообщили, что данный список вовсе не актуальный. Власти запланировали обход по укрытиям, после которого будет составлен новый перечень. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев. Новости Юго-Востока. Альметьевцы пожаловались на странный запах на улицах города. Ощущали его в разных микрорайонах. У жителей есть несколько версий, что за душок распространился в воздухе над городом. А специалисты Роспотребнадзора уже выезжали для отбора проб. Теоретически автомобили могли бы стать причиной неприятного запаха в городе. Но альметьевцы чувствовали не выхлопные газы, а что-то другое. Запах пороха. Как думаете, с чем это могло быть связано? Я слышал, неподалеку взрывали петарды, может, из-за этого. Запах пороха стал не единственным ароматом, который беспокоил горожан. По мнению некоторых альметьевцев, источник запахов был не самым приятным. Вот здесь была канализация. А как думаете, с чем мог быть связан этот запах? Ой, я даже не могу представить. Может, это кафе, может, это ресторан или что. А так, да, 2 дня, что ли, запахло здесь . Не все смогли определить, что за ароматы витали в воздухе. Кроме того, выяснилось, что жители города и раньше чувствовали неприятный запах. Да не совсем уж так. Всякое бывало, да. И раньше, конечно, были какие-то запахи. Сейчас я бы не сказал, что так был запах. У нас экология нарушена. Вот все это оттуда и идет. И он остается в нашем городе. Мы живем вообще в яме, так сказать.
Вот, наверное, от этого. Показался ли воздух в городе испорченным, мы спросили не только у прохожих, но и у своих подписчиков в социальных сетях. Больше оказалось тех, кто почувствовал странный запах. Чтобы узнать, оправданы ли подозрения альметьевцев, мы обратились в Роспотребнадзор. Выяснилось, что служба сегодня уже выезжала для взятия проб. Результаты должны быть известны завтра. Мы вернемся к теме в следующих выпусках. Елена Бауэр, Оксана Плетенкова, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. На деловом понедельнике сообщили о новом назначении. Теперь руководителем Юго-Восточного управления Минэкологии РТ стал Эльдар Набиуллин. На протяжении своей карьеры он занимал различные должности, включая замдиректора и директора городского управления автомобильных дорог, Департамента экологии и благоустройства Альметьевского муниципального района и Департамента развития. Подведены итоги республиканского конкурса «Эколидер-2024». Альметьевский район занял 3-е место в номинации за достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований. Критериями для оценки проделанной работы стали экологическое просвещение населения, организация экологических мероприятий, площадь озеленения, благоустройство родников, а также количество проведенных субботников. В нашем районе их было свыше 50. В Бавлах завершился зональный этап республиканского конкурса «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд». Альметьевский район представляли 10 участников в разных номинациях. 9 из них прошли в следующий этап конкурса. Среди них и руководитель Альметьевского движения первых Зухра Курмакаева. Она выступала в номинации «Женщина-лидер». Для меня быть лидером – это все время двигаться вперед. На конкурсе «Женщина года» в номинации «Женщина-лидер» считаю, что я не подвела всю нашу команду и справилась с этой задачей на достойном уровне. Благодарю женский совет Альметьевского района, благодарю свою команду поддержки, ребят из Совета первых, а также Павлинский совет первых, которые поддерживали нас в зале, болели за нас. На конкурсе царила дружная атмосфера. Мы знакомились, вместе фотографировались с участниками конкурса. Цель конкурса – выявить и поощрить женщин, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности, и повысить их социальную активность и укрепить семейные ценности. Всего в зональном этапе соревновались 50 конкурсантов. Новогоднее настроение набирает обороты в Альметьевске. Теперь зажглись огни и на центральной городской елке. Для гостей подготовили танцы, работали карусели для детей, зрители развлекали аниматоры, фокусник, выступали артисты. Кроме того, альметьевцам предложили заглянуть в будущее. Не пропустили гуляние и Дед Мороз со Снегурочкой. Дорогие Дедушка Мороз, Снегурочка, как же мы рады вас видеть! Зрители наши уж и пели, и танцевали. Главные зимние волшебники прибыли в Альметьевск в день открытия центральной елки. Чтобы десятки детей и взрослых не замерзли, сказочные герои устроили зажигательные танцы. Перед этим они поделили публику на команды. На стороне Деда Мороза – все мальчики, на стороне Снегурочки – девочки. Играть активнее, поддержим Снегурочку! Когда все согрелись, Дед Мороз и Снегурочка предложили жителям города сделать гуляние по-настоящему новогодними и общими усилиями зажечь елку. 1, 2, 3! Елочка горит! Волшебный вечер продолжился, и чудо альметьевцам дарили и другие персонажи. Капитан Гном носил вокруг елки чемодан. Внутри предсказания. Каждый горожанин мог вытянуть себе прогноз на следующие 12 месяцев. Ну а кто заглядывать в будущее не хотел, делал с актерами фото на память. Новогоднее настроение себе и другим создавали и сами альметьевцы. Костюмы некоторых из них не уступали образам артистов. Сказали новогодние атрибутики прийти. Вот мы решили, что было из дома. Нарядились. Для тех, кто пришел в костюме, и для тех, кто выбрал привычную одежду, организаторы подготовили насыщенную программу. Смотрели концерт, музыка была, катались на горке и на лошадках. Детей надо же выгулять и как на новогоднее настроение поднять. Гуляния продлились почти 6 часов и завершились дискотекой. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.
Необычный культурный вечер и его не менее особенное гостья. Коллектив «Кадим Алмет» с помощью музыки и постановки рассказал историю отважной Джанай, которая пару веков назад держала в страхе Оренбургский тракт. А среди зрителей там, для кого это не просто предание, а настоящая история предков. Реальные события легли в основу концертной программы об отважной Джанай. Этот спектакль стал особенным, ведь в зале была одна из потомков главной героини. В девичестве Валентина Горбунова была Янайкина. Эта фамилия образовалась от имени Джанай. Да и само имя непростое. Оно означает Яна-Птурхан – горящая. Когда я маленькая была, я была очень озорная. Меня всегда бабушки говорили, соседские, от нее говорит, нормальный человек уже не вырастет, говорит, ненормальная девчонка. Вот такая организаторша была. И вот, и всегда мне говорили, Джанай, похоже, всегда была, говорит, на бабушку свою Джанай. Вот, всегда так говорили. И дома у нас была бабушка, слепая. Мы рядом с ней росли, потому что ни садика у нас в свое время-то не было. И всегда она рассказывала легенды, сказки рассказывала. Вот сейчас я поняла, потому что таких сказок ни в одной книжке нет. Жизнь Гаяр Джанай напоминает историю Робин Гуда. Отважная женщина, которая проживала сотни лет назад в селе Итань-Бута, проводила мужа на войну. Чтобы помочь родному селу, она собрала шайку разбойников, и вместе они грабили проезжих богачей и помогали бедным. Уже после смерти мужа Джанай во сне поняла, что жить разбоями – грех. Остаток жизни женщина провела в молитвах. 15 песен на татарском языке вели повествование от первого лица. Кадим Алмет помогли зрителям окунуться в атмосферу древних традиций и услышать музыку, которая звучала сотни лет назад. Очень понравилось. Если будет возможность, приду еще раз. Маргарита Трегубенко, новости Юго-Востока. Стал известен график работы альметьевских медучреждений на новогодние праздники. С 29 декабря по 8 января круглосуточно продолжат функционировать стационары города, родильный дом и гинекологический стационар. Ознакомиться с режимом работы специалистов можно на нашем сайте. Перейти на него можно по QR-коду, который сейчас на экране. В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники рекомендуют вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. А теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. Во вторник, 24 декабря, в Альметьевске сохранится облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит минус 8 градусов, ночью минус 12. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Такая же пасмурная погода с прояснениями будет и на всем юго-востоке республики. В Вознакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске днем столбики термометров покажут минус 8, минус 11 градусов, ночью минус 12, минус 14. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду. И на этом у нас все. Если пропустили начало выпуска новостей, то заходите на наш сайт. Там запись появляется сразу после эфира. Пишите комментарии, вопросы, пожелания к программе. Нам важно ваше мнение. Пообщаться мы можем в соцсетях. ЮВТ-24 есть везде. В студии была Марина Юрьевна. До встречи в новых выпусках.